что ж, можно начинать. Начинаем мы что? Собственно, обычную программу, обычную утреннюю информационную программу «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня с вами здесь Женя Коноплин и Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие друзья. Уже с утра радуйте вы количеством лайков, количеством ожидающих эфира. Я посмотрел, 8 человек ожидали. Это очень приятно, но хочу напомнить о том, что лайки надо поставить и везде подписаться и максимально быть с нами. Совершенно верно, совершенно точно. И еще напоминаю, что у нас помимо YouTube-трансляции есть Telegram-трансляция. Вот так вот совершенно непривычно, может быть, и для кого-то неожиданно, но она есть. YouTube испытывает известные проблемы. Его грозятся совсем уж полностью как-то там заблокировать, хотя, в принципе, он и сейчас, по сути дела, полностью заблокирован и не работает без средств обхода блокировок. Собственно, и мессенджеры. Вот вчера очередная волна по WhatsApp была, судя по всему. И, знаете ли, очень легко понять, что происходит с WhatsApp, например, в России. По количеству новых пользователей Телеграма до сих пор в конце 2025 года находятся люди, которые впервые регистрируются в мессенджере Telegram. Представьте себе, не сегодня-завтра и его заблокируют, а люди только-только пришли в этот мессенджер. И это, знаете, молодые люди порой. Ну вот среди моего контакт-листа, который формировался больше 20 лет, несколько тысяч номеров, понятное дело, с большинством из них никаких прямых реальных контактов не было в последние годы. Но я же этих людей помню. И зачастую смотрю, человек появляется в Телеграме, захожу глубже и понимаю, да, это он. Это номер не передали кому-то, а это вот этот человек, о котором я изначально подумал. В общем, как люди жили, остается лишь догадываться. И когда ты это видишь, понимаешь, почему же у людей, в общем-то, очень легко в головах совершенно не та картина мира, не в смысле неправильная, но просто-напросто не имеющая отношения к реальности. Вот такие у меня наблюдения за последние сутки. Ну, а вы, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Разговор у нас разнообразный. Начинается, в частности, с новостей в стране и в мире. Итак, вчера, в понедельник, 22-го, мы пронаблюдали следующие события. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. В сообщении его администрации говорится о плотном рабочем графике. При этом еще накануне кремлевский пресс-секретарь Песков говорил, что Алиева ждут на саммите, и российская сторона готовится к его визиту. Какой парень. Но, надо сказать, его визави из Армении Никол Пашинян вчера прибыл, судя по всему, и опубликовал традиционное видео-селфи на фоне играющей музыки. Очень милый парнишка, так и хочется сказать про Пашиняна. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что ему неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Венс, говоря о прорыве США в переговорах по Украине. Ранее Венс заявил, что этого удалось добиться в ходе консультаций по Украине в Майами. Ну, ясно. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил солидарность России с Венесуэлой и Николасом Мадуро в ходе телефонного разговора с главой МИД страны Иваном Хилем. По словам главы венесуэльского МИДа, Лавров заявил, что агрессивные действия США нельзя терпеть, и пообещал всяческое содействие и поддержку. Тем временем Associated Press со ссылкой на представителя разведки одной из стран Европы сообщает о начале эвакуации из Венесуэлы семей российских дипломатов. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы и предстоящих ударах по территории этой страны, а также соседних стран. Ну что ж, все людоеды и придурки планеты Земля получают ноту поддержки от российского МИДа. Что уж поделать. Так,
В 2026 году в Россию могут приехать как минимум 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом в комментарии агентству РИА Новости сообщил спецпредставитель президента России Борис Титов. По его словам, сотрудничество с Индией способно частично компенсировать нехватку рабочей силы в России. Титов также отметил, что интерес российских работодателей к индийским мигрантам за последние годы заметно вырос. Бывший командир воевавшей в Украине добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов, известный как «Испанец», мог быть убит при попытке задержания сотрудниками силовых структур, утверждает Астра со ссылкой на источники. Поводом для задержания стало подозрение в торговле оружием и участие в ОПГ. 4 декабря вооруженные люди в камуфляже расстреляли Орлова и в его доме в аннексированном Севастополе. В Южный военный окружной суд поступило уголовное дело о госизмене в отношении участника войны в Украине из Тывы Антона Куруу. Обратили внимание «Сибирь. Реалии». В чем именно обвиняют военного, неизвестно. Как отмечает издание, Антону Куруу 26 лет. До начала войны он участвовал в движении «Волонтеры Победы» в Тыве и числился в составе молодой гвардии Единой России. По данным базы «Контурфокус», с декабря 2019 года Куруу был основателем и директором ресурсного центра по поддержке добровольчества в Тыве. Однако после поступления дела в суд в реестре появилась отметка, что центр больше не действует. Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия получил год условно за нападение с топором на бывшую девушку. Как передает РИА Новости, он признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. О нападении совладельца гостиного двора на Юлию Вон стало известно в апреле. В интервью Ксении Собчак пострадавшая рассказывала, что бизнесмен пришел к ней домой и нанес многочисленные удары топором. Весело живем. Такие вот новости имеем. Что Да, скажешь? нам, безусловно, нужен закон о домашнем насилии, когда за это дают год условно, собственно, за экономические преступления какого-нибудь Марзаева дают сколько, да, то есть, это не дело, явно. Нам параллельно еще писали в комментариях по поводу генерала Сарварова. Я первую же ссылку, которую нашел, это самый смешной сайт, который я видел, переплюнувший сильно даже пруфы. Это сайт Гордон, gordon.com. Так что они пишут? Это, по мнению издания, то бишь, видимо, по мнению Гордона, это, несомненно, целенаправленное покушение. Украинские спецслужбы ранее уже успешно покушались на отдельных россиян, особенно вовлеченных в войну против Украины. Это, конечно, интересно написано, то есть не вовлеченных тоже, видимо, покушались. Так, собственно, Сарваров непосредственно не участвовал во вторжении, войсками не командовал, но отвечал за подготовку военных. Судя по старому автомобилю марки Kia и проживанию в районе с панельками, коррупционной карьеры он не сделал. Говорят, что вот так вот предупредили, взорвав, собственно, генерал-лейтенанта российской армии Фанила Сарварова 22 декабря. Судя по всему, представителя наших народов татаро-башкирских, тут, как говорится, отдельная печаль, когда я вижу наших, как это правильно сказать, сородичей, которые являются высокопоставленными деятелями императорской армии. Так было всегда. Да, не только в нашем 21 веке, но даже в веках 18-х. Особенно это было, к сожалению, распространено среди наших земляков. Как ты понимаешь, я-то всегда рос без фамилии, так скажем. То есть для меня это все было не вопрос национальности. Я ребенок, извините, такого времени. Это да, понятно. Нормально. Но тут, как говорится, нельзя не идентифицировать. Иногда фамилии бывают очень похожи, но тут прямо 100 пудов, как говорится. И по имени, и фамилии, все понятно. Уж извините, и по выражению лица тоже, если фотографию посмотреть. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся, хочется сказать в такой ситуации.
Ну, а если дальше идти, с вашего позволения, дорогие друзья, обратим внимание на новости в республике. Не то чтобы их опять же много. Тут в очередной раз констатирую, что читать республиканские медиа становится все сложнее и сложнее с каждым днем, потому что, судя по всему, им писать действительно не о чем. А почему не о чем? А потому что самоцензура работает на ура. Скорее всего, сами отказываются от разработки сложных и каких-то глубоких тем, авось чего бы не вышло, да? Ну вот, например, написали с удовольствием в «Коммерсанте», что в ближайшие дни в Башкирии будет аномально низкая температура. Давайте скажем все-таки об этом. У нас есть зрители из республики, которые ждали зимнюю погоду. Она наступила, и вот погода прям-таки одни сюрпризы за другими. Да? То снегопад обильный накануне вот был, то теперь морозы обещают. Не то чтобы сверханомальные, мы помним такие температуры, это 30 и где-то ниже, до 36 местами при прояснениях. Но, скажем так, если смотреть климатическую норму, то это ниже средней температуры за эти дни на 9-14 градусов. Поэтому синоптики формально называют такую погоду аномальной. Хотя, еще раз, такого рода морозы, конечно же, являются свойственными для зоны республики и Уфы в частности. Поэтому будьте осторожны и внимательны, дорогие друзья. Так, новость. Да. Новость сильна, конечно. Прям целое расследование. Но что у меня есть? Мы похихикали вчера, и спасибо большое, когда залетают новости, это меня очень сильно радует. При этом я категорически не могу понять, что происходит с числом подписчиков в Телеграме. Они стремительно то растут на 200 человек, то потом исчезают на 200 человек. И если бы это было, допустим, из-за того, что там, не знаю, новостей нету практически в выходные, то нет, я же смотрю на другие паблики, они медленно, тихонечко развиваются, даже новостные, да, там выходит 2-3 поста, 4 в день, и окей, у нас выходит в 1,5-2 раза больше, и какая-то невероятная вообще статистика. То ли это боты приходят, то ли кто, я ничего не понимаю, но тем не менее. Так у нас пропагандист Шамиль Валеев, к сожалению, пришлось мне подписаться на всех наших медийных лиц Башкортостана, иногда что-то интересное можно выудить. Он обвинил средний класс в травле Ларисы Долиной. Итак, что говорит наш первый заместитель председателя комитета Курултая по развитию институтов гражданского общества? Депутатский, на всякий случай, да. Да. Синдром культуры отмены Долиной, который прокатился по стране, это явно постарался средний класс и офисный народ, притихший после начала спецоперации. Как бы немного окреп и осмелел. Так, и добавил, явно из нее сделали удобную легальную жертву, чтобы разрядить безопасно свое напряжение. А мне это стало поводом ее переслушать. Прекрасно поет и владеет английским. Впрочем, я ее льдинку с аранжировками под Майкла Джексона, а вся сторона 3 белых коней из фильма «Чародеи» прекрасно помним. Во-первых, мне кажется, вся страна помнит не 3 белых коней, а помнит другую песню. Одну из клип просто... Я недавно пересматривал. Мне было интересно вспомнить свои впечатления о клипе «Погода в доме». И то, что я увидел, этому ли человеку топить за нравственность, простите, потому что какая-то женщина, ее бесконечно лапает какой-то мужик-генерал, и она перед ним как бы виляет хвостом, периодически что-то они там уединяются, потом снова появляется вокруг стола и что-то поет. А он ей, как сказать, подмигивает и просит, видимо, еще раз уйти куда-то там в соседнюю комнату от остальных празднующих Новый год. Нравственность, конечно, так и брызжет из этого клипа, из этой песни. А там как задумано? Он ее муж все-таки или не совсем? Я так понимаю, что нет, что у них просто какие-то есть, какие-то взаимоотношения. Время от времени бывает.
Собственно, меня поразило это заявление. Мы обсудили его с одним человеком, который долго с Шамилем Валеевым работал. Вот. И человек поразился, например, тому, что, говорит, ведь за это же никто не платит, это же никто не просил, он сам садится и начинает писать такую ересь, типа, зачем? И вот мне тоже непонятно, зачем даже в такой мелочи собственный народ поддержать никак нельзя. Обязательно надо поддержать эту заданувшую Долину. Она почему-то действительно ближе по духу нашим, как ты говоришь, депутатам или троглодитам, чем возмущенные несправедливостью люди. Ничего не совсем понятно. И самое интересное, это его мысль, ранее притихшая, говорит он, да, вот это вот, значит, публика, это он, видимо, в негативном контексте. Ага, притихли, испугались, типа, и дальше сидите такие же притихшие, видимо, он хочет намекнуть. Или он, наоборот, говорит, ура, то есть страх прошел, теперь эти люди вернутся, и мы вновь будем весело общаться. Да. В соцсетях. Не в Фейсбуке, наверное. А раньше-то это именно в Фейсбуке происходило с его участием. Раньше это было в том числе в эфирах наших. Поэтому... Ну да, это было. Человека, наверное, назвать прям каким-то кровавым монстром нельзя с точки зрения его мировоззрения. Вот, его мировоззрение, насколько я помню, укладывается в то, что молодые люди должны быть либералами, такими, так сказать, в духе времени, а вот уже во взрослой жизни надо быть консерваторами. Но это никак не укладывается в типа, что там, на певицу решили наехать. В общем, деградируем и, так скажем, поддаемся ненависти мы все так или иначе. И вот, собственно, этот человек не стал исключением. Вот. Угу. Тут вот ведомости напоминают то, что я, в принципе, помню, но на всякий случай надо прочитать. Генерал из клипа Долиной – это же актер Алексей Булдаков, действительно. Символ показательного и демонстративного пьянства в те лихие года. В качестве главного героя линейки фильмов про особенности национальной охоты, рыбалки и так далее он действительно продемонстрировал именно это. Однако я бы тут, наверное, не стал все-таки претензии предъявлять непосредственно к Булдакову. Вообще, насколько я знаю, биография у него не самая лучшая, и актерская слава была недолгая тоже. Вот, опять-таки, тут много нюансов, связанных с тем, какое время, какой режиссер и для чего эти работы снимались. Надо сказать, народ их очень сильно полюбил тогда. В отсутствии практически других альтернатив это были, по-моему, самые цитируемые, самые смотрибельные фильмы в период с 95 по 98 год. В прайм-тайм на федеральных каналах, в лучшее время, в Новый год. О, да. Им показывали именно их. Вот. Я, кстати, не понимал. Советских актеров в принципе обвинять в каких-то ролях в 90-е годы, я думаю, неуместно, просто потому что все мы помним, например, фильм, который на тот момент был же вообще не понят, «Ширли-мырли», и это казалось каким-то просто бредом сумасшедшего, я так понимаю, для многих людей, которыми я обсуждал это кино, и я думаю, для многих советских артистов тоже комедия жанра абсурд воспринималось про вот этого деревянными членами торгуют, что это ужас какой-то, и играть там невозможно. Но так как платили деньги, то они все скопом пошли и сыграли. Это вынужденная абсолютно история. Булдаков, да, весь клип, он ей строит глазки, или они там где-то за ширмой, так сказать, друг другом увлечены. И ничего пошлее давно не видел, конечно. Зато искренне. На 90-х они, конечно, про народ. Все эти песни про... Хорошо помню, кстати, вот «Приход», это как бы в некотором роде второе пришествие Долиной. Она была популярна относительно в конце 80-х еще, с этой самой льдинкой, хорошо помню сам. А потом вот она куда-то пропала, и вот она возвращается с песней «Погода в доме» и с этим клипом, и потом прям-таки звезда всех этих телевизионных шоу. Да, было такое. А тут я отмечу, что люди зря между собой начали спорить по пустяковому вопросу. Точнее, вопрос-то сложный, конечно, но предмета, по-моему, нет. Софья написала, что я по жизни замечаю, что самые прорусские, давайте так, проимперские, я, наверное, переиначу ваше слово,
Люди – это татары, башкиры, удмурты, чуваши, марии. Вы уж простите, но это так правда. Написала она свое мнение, и я понимаю, что вы имеете в виду. Я и сам примерно то же самое всякий раз говорю, говоря про нас, про наши народы, про тех, кто выжил. Это потомки тех, кто умел и умеет приспосабливаться. А приспосабливаясь, очень важно говорить то, о чем вы пишете. А вот дальше гаевато обижается. Софья, вы в курсе, что в Башкортостане самое большое число политзаключенных? Куча башкортов сидит за то, что прорусские, хотите сказать? Ребят, ну давайте одно другого не исключает. Понятно, что это есть. Это совершенно разные истории. Мы не говорим про избранных, да, которые способны высказывать свою позицию, идти на риски и садиться в итоге в тюрьму за собственное мнение. Понятное дело, такие есть. Но если в целом концептуально рассуждать про широкие массы, то позиция Софьи, к сожалению, находит отклик. Мы же говорили про генерала до этого. Он откуда взялся, как вы думаете? И откуда берутся больше 8 тысяч погибших башкортостанцев на этой войне? Да и слушайте, у нас самое большое количество политзеков из-за Баймакского дела. Баймакское дело, люди пошли не на баррикады, люди пошли не... то есть это так выставили по итогу. Люди-то вышли просто народный исход. У нас есть такие традиции. То есть, они вышли. Но это, мне кажется, это не было каким-то политическим протестом с целью, я не знаю, взять, собственно, здание штурмом и устроить там какую-то драку. То есть это же не про это. Поэтому это в итоге просто выкрутили как какой-то сепаратизм. Но изначально же это не к этому была акция, поэтому сложно судить. Так, про охоту и рыбалку хорошие фильмы, добрые, пишет Светло. Этого нельзя отнять. Да, действительно, такие простые, ненапряжные, расслабиться под их просмотр действительно было можно. Так, и про Долину вижу тут комментарии. Смотрите-ка. Люди травили бы нашу власть так рьяно с остервенением, как эту самую Долину. Вот, пожалуй, самая истина во всем том, о чем мы говорим. Вроде как не сформулировали еще. Действительно, главная эта мысль именно это. У людей есть, оказывается, вот эта вот энергия, которую они готовы выплескивать в комментариях, в других каких-то действиях. Но есть вещи, которые можно, и есть вещи, которые нельзя. И люди это прекрасно уже давно поняли. Дорогие друзья, вы же помните историю про выброшенную кошку в свое время, когда уже, по-моему, только-только началась война, и котенка выбросили, и люди за это... Из поезда, да? Да. И это то есть наши люди не идиоты, мы, как мне кажется, и у них не отсутствует какая-то эмпатия на базовом уровне, как какой-нибудь Гарри Кимович очень любит рассказать про 99% поддержки, собственно, войны. Я с этим не могу согласиться явно, но просто вопрос, да, действительно в том, что есть определенные традиции. То есть, если Руслан говорит про традиции, вот этого такого хитрого отношения с российским боярином, так скажем, да, то есть точно такая же традиция, когда людей запугивали. И понятное дело, что где-то это просто оно выплескивается, но я думаю, что то, что оно так выплескивается, оно, возможно, имеет какие-то корни как раз-таки общего недовольства. Вполне допускает. Да, именно так, конечно. Безусловно. Так, Хлопок, посмотрите эти фильмы. Они как раз нормальные, с юмором. Это обращение, да? Так, и спор пошел вкусовой. Мне кажется, не надо исключать ничего. Это все определенные символы эпохи, которые действительно имеют право на жизнь. Знаете, в 95-м году какой-нибудь Дмитрий Астрахан снимал совершенно наивные комедии, или как это назвать, драмы в виде «все будет хорошо» и так далее. Но это отражение эпохи на самом деле, и поэтому почему бы и нет. Вот. Равно как и ранние 90-х годов фильмы, которых очень мало, фильмы 80-х, так называемая чернуха, есть целый жанр. Вот. Поэтому, в общем, все это дело отдельный предмет разговора, скажем так. Вот. А мы дальше давайте двигаться. Тут вновь тема Жириновского у нас
на повестке, в общем-то, она никуда не девалась. Мы уже говорили, что по поводу наименования улицы разговор пошел, но мне грешным делом казалось, что это все как бы, ну, уже мы проходили, это все лишний информационный вброс, который не имеет под собой реального основания. Как-то так значения я не придал особо. А судя по всему, прям таки, знаете ли, все идет всерьез. Мэрия вынесла на голосование предложение присвоить одной из улиц столицы Башкортостана, расположенной в Ленинском и Демском районах, название улицы Владимира Жириновского. Владимир Жириновский Урама на башкирском языке. Значит, голосование идет до 25 декабря, оно идет, то есть вот-вот закончится уже, получается. Нужно через госуслуги туда авторизоваться, чтобы проголосовать, иначе нельзя. Ну, это вроде хороший признак с точки зрения того, чтобы голосование было более-менее чистым. И вот, соответственно, на эту тему как бы есть разные мнения, в том числе, конечно же, отрицательные, что имя Жириновского нам не нужно, даже если это какая-то маленькая улица где-то там на задворках Ленинского и Демского районов. Ну, например, представители, скажем так, национального движения, не скажем так, а прямо так есть, высказались на этот счет против. Например, председатель общественной организации «Патриоты Башкортостана» Сагит Исмагилов и руководитель общественного башкирского центра содействия народному образованию Охтамр Ирик Агишев. Значит, что они сказали? Политик не родился, не жил, не работал, не сделал ничего полезного для населения РБ. В Уфу приезжал всего 3 раза. Башкирское и татарское население республики не забыло его заявление о намерении депортировать их в Монголию. Как бы власти ни старались возвышать создателя ЛДПР, величая его предсказателем, пророком, но для башкирского населения и общественности, как и для других нерусских народов России, он был и остается шутом, хулиганом, известным своими дурными выходками в Госдуме Российской Федерации. Буранбай Аскаров, активист, также поддержал их. И Руслан Габасов, безусловно, тоже не остался в стороне и выступил против. Вот как-то так, дорогие друзья. Все-таки я точно не фанат, вот мне кем угодно назовите, но не фанатом Владимира Вольфовича Жириновского. И тем не менее можно сказать о том, что выражения касательно того же башкирского народа они были разные, и негативные, и положительные, в зависимости от того, какое настроение было у Владимира Жириновского и какую тему он хотел отработать. То есть вполне себе там то башкиры были самыми лучшими, то они были выгнать всех, куда занесет. Мысль витиеватая Владимира Вольфовича Жириновского. И по этой же причине он все предсказал. Совершенно верно. То есть он говорил все, что придется. И во всем этом многообразии. Некоторые предсказания касательно годов типа 24-25 иногда попадались мне, у меня вызывает отрыв просто от того, насколько человек был погружен в теме, и, конечно, он был не просто так одним из выдающихся каких-то студентов-китаистов, по-моему же, да, если я ничего не путаю. Он по восточным был, и, собственно, вот. И такого профессионала нам бы. Вот, но свои процентов 15 он всегда набирал, надо сказать, в Башкортостане. Нравится это товарищам, не нравится. Это тоже факт. Я думаю, что многие вполне осознанно голосуют. А вот то, что Габасов пишет, что это негласный приказ из Москвы, но опять же, я не очень люблю, зачем мы утверждаем то, о чем мы не знаем. Вот судя по тому, что я из новости прочел, мне показалось, что это, может быть, у Хабирова как-то попытка выпрыгнуть из штанов, как обычно, впереди паровоза, потому что вот у нас Путин подписывает указ о юбилее Жириновского, и вроде как надо бы как-то это все отметить, и тут же мы бежим, распоряжаемся о праздновании, устраиваем эти голосования и так далее. То есть, возможно, дело не в Москве, а в нашей собственной какой-то инициативе все это поддержать. Плюс Сухарев, возможно, где-то с этой инициативой где-то сходил. В общем, не знаю я, насколько фамилия Жириновского сейчас это такая фигура важна.
Так, да, тут, в общем-то, все Но так. людей с кепками ЛДПР и с футболками, ты помнишь, до войны еще какое количество было? Я вот помню, конечно. Ну да, ну, по крайней мере, про Уфу, если говорить, то действительно с ЛДПР все было в этом смысле в порядке. В плане поддержки голосующих всегда хватало. Я вспомню первые свои выборы в качестве члена избирательной комиссии, 18 год, сентябрь, выборы в Курултай. Так вот, там явка была очень низкая, результат был честный, я всегда об этом рассказывал. Единая Россия вообще не просто не взяла большинство, а даже не победила на этом участке. Так вот, КПРФ была первой, а на втором месте с таким же результатом около 20 с лишним процентов ЛДПР. И, в общем, все 4 партии там имели результат схожий. По-моему, только «Справедливая Россия» чуть меньше 20. Вот, если реальный расклад смотреть, на 18 год в центре Уфы, в старом жилом районе, ЛДПР четверть голосов собрала. Так что, как говорится, тут нельзя отказать в объективности, да, вот эти цифры, если посмотреть. Ой, ну это не значит, что я, например, поддерживаю Да нет, появление конечно. такой улицы, как бы нет. В этом смысле, как бы деятели, которые являлись частью нынешнего правящего режима, вне зависимости от того, какими они были, харизматичными, хорошими и не очень, они все являются частью машины войны. Жириновский в этом смысле, конечно же, проявил себя особенно эффективно, скажем. Я даже до войны никогда не понимал, типа, какого хрена нет улиц имени там Земфиры Рамазановой, да, например. Но при этом мы все не... У нас везде Энгельсы, Ленины, разговоры про Жириновского, еще какие-то непонятные совершенно истории. Вот. Может быть, где-то переименовывать Советскую улицу, это там накладно с точки зрения там всю эту документацию переписывать, но да, то есть проблем с Жириновским не возникает, поэтому я бы сказал, что такого количества деятелей в Башкортостане не удостоены. Как минимум об этом можно говорить. У стольких этой улицы нету, что уж точно не Владимир Жириновский в этой очереди должен вот быть в 2025 году в лидерах. Да. Окей, дальше двигаемся. В общем-то, с этим Жириновским понятно. Не то чтобы какая-то сверхновость, но надо ее отметить. Вот теперь самое важное, пожалуй. В Башкортостане стартует новый судебный процесс, дорогие друзья. И этот процесс относится или как бы разворачивается над фигурантом Кармаскалинского дела. Да, того самого Кармаскалинского дела над Маратом Шарафутдиновым. Приговор к которому ранее выносили уже, но отменили. Значит, история разворачивается в Кармаскалинском межрайонном суде. Значит, изначально, как и других обвиняемых по Кармаскалинскому делу, Шарафутдинова силовики задержали в январе 2021 года. Один из его адвокатов, Гарифуллай Апаров, в июне 2021 года заявлял, что в отношении активиста проводились допросы с насилием и ударами по голове. В начале августа 2021 Япаров сообщал, что Шарафутдинова поместили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в Базилевке на лечение в связи с обострившимся заболеванием. Собственно, в августе 2021 дело Шарафутдинова выделили в отдельное производство тогда же, да? И затем приостановили, видимо, из-за того, что он находился в больнице. Возобновили его не позднее начала 2023-го, уже совершенно, скажем так, в другой стране, которая воевала. А к тому моменту остальным фигурантам Кармаскалинского дела приговор уже был оглашен. Значит, в ноябре 2024 года Кармаскалинский райсуд признал Шарафутдинова виновным в приготовлении к совершению хулиганства на национальной почве и в организации деятельности экстремистской организации. Имелось в виду запрещенное БО «Башкорт». И приговорили Шарафутдинова к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Это самый большой срок среди всех кармаскалинцев. Там в основном сроки условные. Вот. И в приговоре утверждалось, что Шарафутдинов, являясь членом БО «Башкорт», добровольно не прекратил участие в деятельности указанной организации
при этом совершал действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации. В итоге в апреле 2025 года судья Верховного суда в ходе апелляции отменила приговор Шарафутдинову. Дело направят в прокуратуру, сказали тогда. А по какой конкретно причине судебная коллегия приняла решение отменить приговор, не было известно. В итоге сейчас вновь будет рассмотрение в суде первой инстанции. И действительно непонятно, что же случилось и почему идет пересмотр. Не какое-то смягчение формальное, как это бывает иногда. Верховный суд может просто сократить срок или там прибавить, и все. Но тут новое рассмотрение. Это, скажем, не самая частая практика. Хотя такая практика есть, и связана она прежде всего с грубыми нарушениями процессуальных норм судьями того или иного суда. Ну, что неудивительно в данном случае. Сложное дело рассматривалось в районном суде, где сотрудники, скорее всего, вообще не привыкли рассматривать что-то более серьезное, нежели деление, например, гробовых после гибели так называемых героев СВО. Дело в том, что 9 лет человеку, который, допустим, как-то связан с движением Башкорт, это мало по сегодняшним временам. Я ни в коем случае не хочу это поддержать сразу, да, но я сейчас пытаюсь, по крайней мере, наверное, в январе выйдет статья про марксистский кружок, и когда там до 22 лет дают за то, что у людей, что там, совковую лопату нашли и какие-то вещи из магазина, все для туризма, ну и 22. То есть, Башкорт это все-таки точно больше же, да, больше страх для Кремля, чем марксизм. Это даже смешно. Ну, вообще, объективно так и должно быть. Как бы, да. Ну, уж извините. Как бы. Если кому-то в качестве, ну, то есть, если мы воспринимаем их как врагов, безусловно, Кремля, да, и судя по риторике тут все понятно, то это, ну, как минимум, те сроки, которые были у тех, кто там с ФБК, да, был связан, там, Ольга Комлева, например, а уж никак не 9. Поэтому я думаю, что если пересматривают, чтобы дать максимальное наказание, чтобы, типа, опять же, отбить у людей в нацреспубликах вообще какое-либо желание участвовать в какой-то деятельности в республике, да, какой бы то ни было. Я боюсь, что дело с этим связано. Может быть, к сожалению, да. Но, опять же, тут, конечно, есть еще и много нюансов, почему вот именно ООН оказался в данном случае козлом отпущения, как это вообще. Тут, конечно, надо бы спрашивать все-таки тех, кто более или менее погружен, знаком и был на месте. Но мы в любом случае, если уж обобщать и упрощать, понимаем, что это все политическое преследование, которого быть не должно. В любом случае, даже если хоть какая-то вина там, в хулиганстве была лично у Шарафутдинова и у других, если учесть, что событие там имело место быть, хоть какое-то, но даже если предположить, что это так, то давным-давно, скажем так, наказание отбыто, скажем так, и даже с лишком, да, с превышением. Вот поэтому это, в общем-то, еще один политзаключенный. Посмотрим, что там суд будет решать. Но ты можешь быть прав, к сожалению, что срок реально могут просто-напросто сделать, я не знаю, в 2 раза больше. Как бы это ни звучало ужасно. Да. Так, дальше. Что у тебя? Как к Штефанову относитесь? Никак не отношусь, но для человека, который имеет, как и мы, там одну камеру, собственно, и там просто самый на коленке эфир на Твиче, иметь такую популярность, ну, блин, респект, конечно, парню, вот с этой точки зрения точно. Взгляды, у меня сил нет этим заниматься уже, как за каждым блогером следить пристально. Никак не отношусь. Я думаю, что Руслан тут то же самое в целом. Имеешь в виду про путешествие, который, да, Александр Штефанов? Штефанов – это мальчик такой, он в очочках, блогер. Он истории много, про историю у него были какие-то. Про историю, да. Я понял, но он в Ютубе там полноценный видео, насколько я помню. Ну, у него он у Дудя был.
До Ну, сих оттуда пор, я его и видишь? узнал, конечно. До сих пор маркер Да. популярности, ну, уже, конечно, меньше. Это в свое время Юрина программа, это прям сразу раз, и человек появился, да, в медийном пространстве. Сейчас уже просто столько людей типа рэпера Птахи появилось, что как будто бы уже это перестало быть так, но раньше да. Это да, ну как бы кто-то, понятно, за скобки, но в целом я продолжаю узнавать о людях именно у Дудя. И потом на них подписываться и смотреть кое-кого. Понятно, не рэпера Птаху слушать, но как бы условно там же у него чередование идет, как бы неделя один, там условный путинец, хотя их мало. Вот. А неделя проходит, и кто-то менее известный появляется. Вот. Так что рекомендую. По новостям. Ну, новость, конечно, не прям breaking news явно, но почему бы нет. В Уфе за неделю задержали 33 авиарейса, а один и вовсе отменили. Об этом сообщила министр транспорта Любовь Минакова, сообщает ЮТВ. Это погода, типа, или все-таки дроны тоже? По словам министра, задержки не связаны с работой Уфимского аэропорта. А ограничения в этот период, как пишет, не вводились. Вот у нас так что речь идет, видимо, о погоде в первую очередь. Ну да. Про беспилотники, надо сказать, последние несколько недель вообще тихо, да? Как-то вот мы не слышим ничего нового. В плане каких-то НПЗ точно ничего нет. Да и про аэропорт тоже как-то потише стало. С чем бы это могло быть связано? Варианты могут быть совершенно разные. Но факт остается фактом. Договорничок. Что? Договорничок, так называемый. Ну нет, я любую версию готов обсуждать, кроме совершенно конспирологической. Хотя, конечно же, конспирологию распространяют и в таких делах тоже. Так, что у нас? У нас надо же пропаганду посмотреть. Она у нас не дремлет и сообщает, что 64 участника СВО вступили в боевое братство. Прочитав заголовок и не вникая глубже, сразу хочется спросить, а почему так мало? А где остальные десятки тысяч? Никто не желает вступать в боевое братство или что вообще? Значит, это оказывается некое отделение боевого братства республиканское стало 8-м среди региональных отделений России по итогам рейтинга эффективности деятельности за 2025 год. Значит, это решение принял Центральный совет Всероссийской общественной организации «Боевое братство», которую возглавляет герой Советского Союза Борис Громов. Вон как. Человек, надо сказать, известный. Первый зам руководителя организации «Герой России» Дмитрий Саблин отметил, что ветераны Башкирии активны и каждый год показывают достойные результаты. Какие бы результаты он не имел в виду. Руководитель регионального отделения боевого братства, полковник в отставке Альберт Шагимуратов уточнил в беседе с Башинформом, что в регионе проведена работа по целому ряду проектов. Тут общественно-политическое направление, сохранение памяти и так далее, и так далее. А где ответ на вопрос, почему так мало людей? Значит, отделение в Калтасах тут что-то там сделало. Значит, под крылом боевого братства в республике работают 19 военно-патриотических клубов и 118 кадетских классов. Это вот, оказывается, кто заведует классами. Дети и подростки активно принимают участие во многих мероприятиях, причем плечо с ветеранами. Значит, тут фотографии и прочее. В ряды боевого братства в 2025 году вступили 189 ветеранов, в том числе 64 участника СВО. Ну, в общем, с одной стороны, они тут хотят описать некие масштабы данного движения, с другой стороны, цифры говорят сами за себя, что ни о каких масштабах даже говорить не приходится. Я понял, там движений много, то есть конкретно это, оно не монополист, а есть еще какие-то другие там герои, еще герои, и супергерои, и такие герои, и сякие герои. И вообще, мне кажется, что более благодатные почвы для того, чтобы спереть денег, чем вот такие вот акции, придумать себе нельзя. Это же, миллионы какие-то, я уверен, что это миллионы. То есть, на каждую акцию дают какой-то там гранты, там содержание, несодержание. Вот они съездили в школу, каких-то там учительницу попросили, чтобы дети нарисовали рисунки,
пришли какие-то ряженые герои, там сфоткались с детишками, вот тебе распил денег, да. Можно потом эти фотографии показать какому-то там, я не знаю, органу, вот провели, сходили, все прекрасно, а по факту люди зарабатывают. Вот, а денег-то в Башкортостане нету. Мы все занимаемся такой вот фигней, мягко говоря. Тут Хаттабыч спрашивает, кто инициатор крайнего съезда членов мужского государства в Уфе и почему нет дела. Мужское государство – это, на самом деле, реально экстремистская организация, вы, наверное, ее имеете в виду. Ну, например, у меня нет никаких данных по поводу того, что эта организация функционирует, и тем более проводит какие-то съезды, да и тем более в Уфе. Поэтому я прокомментировать, к сожалению, не могу. Поделитесь инфой, и откуда это вообще известно, потому что мужское государство, это явно не разрешено, и это просто так ты съезд не организуешь мужского государства. Подпольно, если там 10 вот этих бурцунов за нравственность женщин, которые по факту бегают с какими-то там, я не знаю, зеленками, избивают девушек, которые встречаются с, я не знаю, с армянами, не с армянами, с этим нельзя, с тем нельзя. Я не знаю вообще, а с татарами можно русским девушкам, по мнению мужского государства, встречаться, например. В общем, абсолютно на голову больные люди, вот, такие вот бурцуны. Но интересно, что они в какой-то момент занимали какую-то такую позицию не про путинскую, а когда началась война, один фиг, естественно, поддержали. Но куда же не денутся? Так, может быть, тогда их сейчас взяли на вооружение уже, раз так? Их же как раз выгодно, точно наверное, неофициально это все. То есть их признавали же экстремистским, никто обратного статуса им не давал. У них товарищ вот этот вот Поздняков, по-моему, у него фамилия Поздняков, да, и там были дела против этих всех людей, поэтому Хаттабыч, может, у вас паблик есть в Телеграме, потому что они все какие-то анонимные, закрытые, я не знаю. Так, дорогие, 23 лайка надо довести до 40. Пожалуйста, предупреждаю, говорю, прошу, умоляю, поставьте лайк, отвлекитесь от кофе, включите, поставьте. Вот. Хотя, быть может, кстати, вы смотрите нас на какой-то другой площадке, да, и там лайк стоит, но тем не менее, вот, не лишним будет об этом сказать. Абсолютно согласен. Так, вот тут Стобавовна сообщает на прошлой неделе по поводу одного из дней, когда я жаловался на малое количество зрителей, и блокировался интернет. Ну вот, раз он блокировался, то это может быть свидетельством того, что какие-то все-таки прилеты были. С другой стороны, сейчас, наверное, сложно отделить блокировку всего интернета от блокировки, в частности, мессенджеров, да, WhatsApp, например. Или вы это легко делаете? Потому что я от знакомых часто слышу неадекватную оценку происходящего. Ну, условно, у человека WhatsApp перестает работать, и он говорит, у меня интернет в целом не работает. Или наоборот, у него интернет реально весь не работает, а он говорит, у меня WhatsApp блокируется. В общем, уже путаница полная пошла, и это, наверное, нельзя не понять. Действительно, меняется все буквально в режиме реального времени. Вот, продолжение, так сказать, темы импортозамещения. Вот Макс замещает, собственно, импортные мессенджеры, да, и некоторые с удовольствием, кстати, об этом говорят. Зато свое, зато родное, и вообще никаких проблем. Что WhatsApp ушел, я это слышу от нормальных даже, казалось бы, людей. Ну, в общем-то, даже спорить не готов. Но вот что они скажут по поводу кино? Не то чтобы жизненно необходимая вещь, можно обойтись вполне легко. Я вот уже больше 3 лет в кино не хожу и ничего. Вот. Но все-таки это часть культуры, особенно хорошо вошедшая в нашу жизнь, там, в сытые, те самые нулевые, 10-е годы. Да? Вспоминаем зиму 2009 года, когда в Уфе на базе кинотеатра «Искра» открывается зал IMAX, и премьера «Аватара» проходит в огромном зале. Я помню, за 500 рублей билет, значит, я купил тогда 2.
И это было, ну, реально дорого. Даже по нынешним временам, в принципе, это не совсем бесплатно. Вот. А в 2009 году это прям были хорошие деньги. В общем, вот. Теперь ни «Искры», соответственно, ни «Аймакса» и ни «Аватара», на сей раз третьего, не ожидается в Уфе. Аргументы и факты. Об этом пишут большую статью. И я просто таки сижу и прям таки, ну, ржу, можно сказать, в голос, если можно так сказать. Оказывается, с 11 декабря на всех экранах стартанули «Невероятные приключения Шурика». Это не те, и даже не ремейк, как они пишут, а что-то новое. Вот. До этого они тут написали, что... Угадаю режиссера только с названия сразу, что это Сарик, что это точно Сарик. Ну Андреасян, да, тот самый клепатель всего подряд ширпотреба. Это если мягко говорить. Дальше. Тут целый ряд, значит, как они пишут, россыпь актеров. Тимур Бодрутдинов, Киркоров, Иван Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Клава Кока, Настя, Ольга Бузова, Мария Кравец. Марина, наверное, все-таки Кравец, да? Блин, Кравец, конечно, из этого списка, на мой взгляд, выделяется в лучшую сторону, но, блин, зашкваривается тоже. Дальше елки. Мне интереснее, что «Зверополис», например, мультик потрясающий, откладывают, или «Аватар 3», при всем моем скептическом отношении, точно бы народ пошел бы на «Аватар 3», конечно, в конце декабря, начале января, а не на вот это вот. Ну, то есть... Ну, вот чтобы как раз-таки пошел народ. Я понимаю, да. Ой, елки вот с Нагиевым. Ну, кстати, из всего этого, наверное, есть смысл на елки идти, просто потому что Нагиев сказал правильные вещи, если что. Мучить себя там 1,5 часа плохим кино, потому что один из актеров, Димуля сказал... Ну, слушай, елки, в принципе, были ничего так. Самые первые две я больше не смотрел. Представляешь, 12-е. Но это же уже все. То есть высасывание. Как и мультфильм «Три богатыря» и «Свет клином». Какая это часть? Сколько уже выходило? Они были по отдельности, все эти Поповичи, Ростроповичи, потом они вместе были. Так, сяк. Тема высосанная просто. Но так как проектов новых не возникает, то мы раз за разом запускаем то «Счастливы вместе», «Мою няню», вот эти все проекты, которые давно уже выдохлись, не актуальны. «Папины дочки», «Три богатыря», со сказками, видишь, не получилось со сказками. Блин, получилось только с одним Чебурашкой только. Вот вторая часть Чебурашки, скорее клепануть этот Чебурашку. Не знаю, Холоп 10, елки 12. Лишь бы хоть кто-то пошел. И меня это поражает, потому что есть же выпускники вузов у нас, я думаю, не самые плохие театральные вузы. Но же куда делись все сценаристы-то вообще? Почему так плохо-то все? Что только вот и остается, что выпускать елки 12. А вот и не Сарик, пишет Наталья в чате. Ну, как бы, это условно, это как бы, это образ, да, это уже не важно, это уже не имя, это такой вот как бы, роль такая этого Сарика. Наверняка найдутся и другие люди с неизвестными фамилиями, которые сделают то же самое и делают. Вот. Так. Это тенденция в фильмах о ностальгии. Но в России реально 12 частей елок. 12 уже, да, это мы поняли. Так, что еще? Вы зовете Разифа. Я обсуждал с одним из товарищей, которые развивают региональную партию «Рассвет». Это был не Разиф. И, собственно, он дал добро на то, чтобы прийти. Другое дело, что у меня глаза округлились и превратились в блюдца, что они готовы пойти к нам поговорить. Вот. Ну, как бы ответственность-то вроде их, но, честно, в этот момент включается мой какой-то патернализм и свое какое-то трепетное и бережливое отношение к тем, кто чем-то занимается. Я, в общем, не очень понимаю, можно ли. Ну, то есть, будут ли какие-то после этого лишние санкции, или потом... Там же много молодежи, потом раз за какой-то, вот, допустим, не Разив придет давать интервью, и потом человеку лишний раз
покажут бумажечку о том, что вот он еще и здесь был. У меня сложно. Смотри, формально нет никаких санкций за дачу интервью иностранному агенту. Да, именно так. Ну вот сегодня-то нету, да, а завтра мы не знаем. Ну вот, насколько я понимаю, Наталья Васильевна Зубаревич, она живет и работает в Москве, но она как бы дает интервью всем подряд, в том числе иностранным агентам. Но, может быть, это, конечно, исключение. Но есть и другие такие примеры, которые мы можем видеть буквально чуть ли не каждый день, там, с каналами типа «Дождя» и так далее. Так. Что я хотел сказать? Я хотел комментарий прочитать по поводу Андрея Потылицына, риторика которого стала, дескать, мягче. Но что-то я его уже не вижу. И я хочу как бы зацепиться. Да, ну это неудивительно. Опять же, если человек, кто бы это ни был, продолжает заниматься публицистикой, причем критической публицистикой внутри России, то его риторика не может не стать мягче. Ну, просто не может. Тем более на фоне того, что происходит, например, с нами. Давайте это не забывать и, как говорится, отдавать должное за то, что, в принципе, он продолжает делать свою работу. Ну, мне кажется, что есть у нас спикер, у которого как будто бы риторика чуть похлеще стала. Это Всеволод Спивак. Я когда его в последнее время статьи в Фейсбуке читаю, я такой: ой, а так можно? Вы что делаете, Всеволод? Ну, Всеволод все-таки не ведет канал на регулярной основе. Я понимаю, да. Но... Он эксперт, но действительно называет вещи своими именами. Прекрасный, умнейший специалист в своем деле, конечно же. Да не только в своем, пожалуй. В принципе, замечательный специалист и умный гражданин. Так, вот Азат, как всегда, хвалится, что у него успехи в освоении испанского, да, 50% уже понимает, ходя в кино. Ну вот, везет вам, так скажем, или молодец вы, что осваиваете. Вот, ну а мы что, Жень, у меня все, у тебя есть еще что-то? Мы продолжаем эфирить вместо того, чтобы учить немецкий, и будем продолжать это делать, покуда будут силы. И будет на это хоть какое-то время, пока нас всех не выгнали, а АфД не пришли к власти и нас всех не разогнали. Потом будем продолжать выходить в эфир. Пожалуйста, еще раз прошу, поставьте лайки, подпишитесь везде, смотрите. Кто может репостить, репостите. Кто может поддержать, поддержите, опять же, копеечкой. Хотя, мы понимаем, что у нас не такие возможности, вот, и не такая фан-база, наверное. Кто-то переживает, боится, все понимаем, но тем не менее, что в ваших силах, вот уж поставить себе аккаунт Ютуба и, собственно, поставить лайк, невелика задача, особенно для тех, кто регулярно нас смотрит. Вот. Ну и после эфира, пожалуйста, комментарии напишите любого рода. Вижу в последнее время тенденцию на то, что пишете вы комментарии типа в поддержку аспектов. Это очень-очень-очень сильно приятно. Абсолютно так. Подписываюсь под каждым словом. Благодарю за внимание, дорогие друзья, и прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем дня, будьте здоровы и всем пока. Пока-пока.